Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия и очередной обзор. Хочется мне показывать вам колоды. Не знаю почему, в общем, показываю. Сегодня очередные ведьмочки. В российском переводе это таро у нас называется Таро миловидных ведьм. Но у меня колода старенькая, еще итальянская, купленная давно. Зум чуть-чуть. Угу. И тут еще коробочка на итальянском, как видите, да? Вот такая красивенькая. К ней идет, как обычно, в итальянских всех колодах, именно настоящих итальянских. Здесь идет белая книжечка, МК, маленькая белая книжечка, если расшифровывать, тоже на 4 языках. Как обычно: английский, итальянский, испанский, французский, вот даже на 5, и немецкий. Краткое описание каждого аркана на разных языках. Вот она достаточно такая плотная книжечка. И 2 доп. Карты бланки. Вот такая рубашка. Карты, как обычно, Лос Карабео, качество. Это старая колода. В этой колоде она такая очень легкая, задорная, музыкальная, я бы так сказала. Как обычно, 78 карт, 4 масти, 22 старших аркана. Давайте начнем со старших арканов. Я вам покажу сначала. Шут, они чуть-чуть, конечно же, символизм тут чуть-чуть другой, но в любом случае колода тоже очень красивая и говорящая. Это у нас шут, маг. Вся атрибутика мага есть, но, как видите, это не классический маг, она сидит на дереве. В общем-то, на ней конусная шляпа. Ну, сами видите, я думаю. Жрица меня вообще тут, когда я первый раз увидела, просто поразила. Но тоже тут прекрасная, своего рода красивая прям ведьмочка. Змея у нее в ногах, котел. Императрица. Император, посмотрите. Конусная большая шляпа. Ведьмочка одета в такой вот достаточно свободный наряд, да, такая игривая, улыбается. В общем, это у нас император. Иерофант. Влюбленные, как в классике, но достаточно такие свободные, я бы сказала, да, судя по их нарядам. Колесница. Правосудие. Отшельник. Вот в этой колоде отшельник прям, мне кажется, самый красивый из многих колод. Колод у меня много, так что здесь в этот отшельник прям, мне кажется, карта очень красивая. Очень какая-то она глубокая. Колесо фортуны. Сила. Прям тут силище у девушки в руках. Причем это современная девушка. Смотрите, у нее мобильный телефон в шортах, да, она опять же достаточно свободно одета. Я имею в виду достаточно фривольно вообще здесь они одеты. Так, это у нас что? Повешенный. Смерть с косой, красотка. И умеренность. Дьявол. Соблазнитель. Башня. Достаточно классическая. Звезда. Луна. Прям очень красивая, да? Какая-то волшебная луна. Прям магическая. Хорошо изображена. Солнце. Такое палящее, обжигающее.
прям если сделать какой-то магический расклад на этой колоде, то прям ух, огонь. Суд страшный. И мир. Посмотрите на нее, как она одета прекрасно, ведьмочка наша, танцующая на грибочке. Дальше у нас тут масти называются не как обычно, там жезлы, мечи и так далее. Тут это у нас пентакли, камни, туз пентаклей, по-другому камней, как вы уже поняли, двоечка, тройка пентаклей, четверка пентаклей, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка. Вот, да, музыкальные ведьмочки, как по мне. Десятка пентаклей. Итак, карта двора у нас здесь немного по-другому в этой колоде называются. Обычно король, королева, всадник и паж. В этой же колоде у нас паж идет праздник, мистерия по-другому. Вот паж. Дальше у нас идет луна вместо всадника, богиня вместо королевы и суд вместо короля. Вот такие названия у нас карт двора в этой колоде. Все-таки это ведьмочки, да? Дальше у нас идут жезлы, огонь, факелы, здесь они называются. Итак, туз жезлов, двоечка, тройка жезлов, четверка жезлов, пятерка, шестерка жезлов, семерка, восьмерка жезлов, девятка и десяточка жезлов. И дальше опять у нас карты двора. Праздник — это паж, всадница, то есть луна. Вот так, богиня и суд, испытания. Дальше у нас идут мечи. Здесь это называются метлы, да, правильно? Да, метлы. Туз, двойка, троечка, четверка, пятерка мечей, шестерка мечей, семерка, восьмерка, девяточка мечей и десяточка тоже мечей. И опять у нас карты двора. Праздник, мистерия — это паж, луна — это всадник мечей, богиня — это у нас королева мечей, красивая, и господи, испытание — это у нас король. И последняя масть — это у нас котлы, это чаши, как вы уже поняли, да? Туз чаш,
двоечка кубков, троечка, четверка, пятерка, шестерка, семерка кубков, восьмерка кубков, девятка кубков, десятка и карты двора. Опять праздник, мистерия, луна кубков, богиня кубков, красивая очень, да, посмотрите, и суд, испытания тоже кубков. Вот такая у нас прекраснейшая колода очередных ведьмочек. Надеюсь, она вам понравилась. С вами была Астарта Сантия. Я всем желаю, конечно же, самое главное — здоровья, любви, гармонии, процветания, удачи, счастья, благополучия. Берегите, любите, балуйте, цените и заботьтесь о себе и о своих близких. Я всех благодарю, что смотрели. С вами прощаюсь и до встречи в других видео. Всем пока!